Привет, друзья! Жив-здоров! Наконец-то! Да, наконец-то! Стоило человеку немножко отвлечься, взять маленький, коротенький отгульчик. И не только на канале, и по WhatsApp сообщения. Как говорится, даже угрозы. Где? Некоторые комментарии позвольте цитировать, подам в суд, в полицию, еще, всякая гадость. Но и среди них есть хорошие люди, которые пишут, поздравляют с 1-9 мая, обращения, видео и так далее. В общем, ребята, так. Я тут немножко подумал, и самые нетерпеливые, скажем так, клиенты, которые заказывали по частям и которые заказывали на сумму 10 рублей. Они самые нетерпеливые, всегда ругаются, почти что, если сказать прямо, и всегда недовольны. Всегда недовольны, что-то не то, за 10 рублей желают приобрести супер лазерный какой-нибудь меч, а не такой-то фуфловую какую-то. Нет, ребята, все очень просто. Зависит только от стали клинка. Правильно? Правильно. И пора забыть. Тут не магазин. Тут мастерская. Да, с рогами натяжки. Да, долго. Да, есть такое. Есть. Признаю. Причин тут одна. Просто одна причина. Иногда человек забывает написать на своем блокноте номер заказа. Вот. Тогда забывается просто. А когда мастер забывает, если ему не напоминают, а сразу через месяц-другой, сразу говорят, ругаются, где, а я требую чеки. Действительно правильно, действительно когда-то было. Поймите, ребята, я тут один. Да, ребята, помощники есть. Кто-то на охоте, кто-то на работе, кто-то по другим делам. То приходит, то уходит. В сущности, это я один. Вот. Так что будем учитывать, друг друга уважать. То, что я сказал, я сегодня сделаю. Сказал, отправлю, значит отправлю. Не надо из мухи делать слона. Ваше дело. Подавайте заявление в полицию, шарлатан, там, я не знаю, какое-то слово было, забыл. По сути от этого результат будет такой же. А вот умные люди терпеливо ждут, спрашивают, напоминают. Вот. И получают соответствующие шедевры. Вот и все, ребята. Теперь проведем в это воскресенье однозначно, твердо, железобетонно 16 мая. Ножи половина готова. Количество ножей будет не 15, а чуть больше. По той простой причине долго ждали. С вашего разрешения, какие номера присутствуют в данный момент, смотрите внимательно. А то тот раз один участник конкурса
четырежды сказал, моего номера нет, а я как-то и не проверил, а в результате проверки, оказывается, приобрел 2 билета, а напечатаны были 4 билета. Из-за этого некоторые номера вышли вперед на 2 уровня. Так что, может быть, ваш номер не такой, какой был раньше. Если, ребята, думаете обмануть, думаете фартанет, я не знаю, повезет дважды, трижды за одну сумму, чтоб Бердыка напечатал случайно и выиграть несколько ножей, то не выйдет. Не выйдет. Перед розыгрышем я всегда проверяю и просто удалю ваш номер. Просто удалю. Которая лишняя. Вот. А которая я еще забывчивый человек, забыл напечатать ваш номер сокровенный. Напомните по WhatsApp. Самому надоело. Да, отлежался 4 дня. Ну, коронавирус не коронавирус. Человек немножко приболел, отлежался. Никакой температуры, вкус чувствовал, но себя плохо почувствовал. Вкус, запах чувствовал. Вот, так что первые признаки этого вируса, да если был бы, так и прошел. В легком стадии или вообще не заразился, а просто простудился. Вот. Ну, благо человек прошел через это живой, здоровый. Полное желание работать, а то действительно накопилось, да, признаю, но разгон возьму. Надоело мне, надоело вас всех за нос водить, и самому хочется свободно, спокойно ходить. Так, ну, посмотрим внимательно. А то скажете потом, было это, стало таким, чтоб такого не было. Да, судя по последнему ролику, ребятами подняли охотничью избу. Планировали в прошлом году, а то первые кадры показывают, что там было очень тесно, да, и этот старинный балаган может рухнуть. Так, что за беспорядок? Вот, из цели безопасности ну, буквально переехали на новый охотничий избу. Ну, что там охотиться? Там в основном на уток. Вот. Ну, избушку сделали в зимнем варианте. А зима у нас, как известно, не очень-то теплая. Доработки, внутренняя отделка и так далее еще предстоит. Но основная коробка стала. Сейчас некоторые братья с моим отцом занимаются как раз этим. Ну вот, пока так, ребят. Пока так. Надеюсь, до воскресенья подрастет. Более 300 конкурсантов будет. Буду проводить конкурс. Однозначно, воскресенье, как известно, 14:00 по Москве. По Москве 20:00 по якутскому времени. В прямом эфире в этом комнате. Так, кто намерен, кто не знает, билеты по 500 на этот номер. Карта Сбер прикреплена. Самое главное, пишите сообщение получателю
свой мобильный номер. И этот на мой мобильный номер путем генератора случайных чисел будем нажать более 15 раз кнопочку и сгенерирует какие-то номера. Вот и все. Все очень просто. Так-то, как-то у меня так. Далее смотрим обзорчики самых терпеливых, самых дорогих моих клиентов.